Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. Сегодня мы с вами погадаем по шаблону. Я купила вот такой вот шаблон. Это книга шаблонов, раскладов. И она очень-очень интересная. То есть я совершенно не зря ее взяла. Мы с вами погадаем на Мэри Эль Таро. Тема расклада: куда вы идете, где вы и куда вы идете, да, то есть ваш путь. Куда вас приведет в итоге ваш путь, на котором вы сейчас стоите. То есть это какой-то, естественно, не конечный этап жизни, а промежуточный. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Смотрите. Здесь, по сути, такой расклад, он универсальный. Мы его сейчас сделаем общий, да, но его можно сделать и по темам. Допустим, любовь, профессия, может быть, финансы. То есть здесь можно анализировать любой аспект жизни. А можно в общем сделать расклад. То есть куда сейчас вас приведет ваш путь в итоге, да, и где вы сейчас находитесь. То есть это можно, делать на любую тему. Итак, смотрите, у нас с вами, значит, камушки приготовлены. Я буду выкладывать первую карту. Это ваше текущее жизненное состояние. Прямо сюда буду выкладывать. Вы выберете одну позицию, значит. Ну, а потом мы с вами уже будем по схеме раскладывать, да, по схеме. Вот, Таро Мэри Эль очень такая интересная колода, она создавалась 20 лет автором. Поэтому вот давайте попробуем сделать такой расклад именно на ней. Не знаю, насколько вас удовлетворит такая подача. Вот расскажите потом, понравился расклад или нет. Итак, выкладываем 3 позиции, 3 карты и украшаем камнями, да, как обычно. Собака у меня храпит под столом, поэтому знаете, что это мопс, что это мой мопс. Вот, смотрите, первая позиция, значит, зеленый кальцит. Вторая позиция горный хрусталь, как обычно, да. Мы используем крупные кристаллы. Горный хрусталь всегда. И третья позиция аметист. Как вы тоже знакомы все, наверное, с этим кристаллом моим. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону, да. Так, убираю в сторону. Итак, наша с вами самая первая карта, она у нас на схему не накладывается, да. Зеленый кальцит я вот сюда кладу, вот сюда. И первая карта, в каком аркане вы сейчас находитесь на сегодняшний день, это 6 пентаклей. Смотрите, карта, в принципе, неплохая. Она показывает человека, который общается с лампой, с масляной, да. И, по сути, возможно, это женщина, и горит огонь, есть цветы. То есть мне нравится эта карта. Она говорит о том, что вы к чему-то в жизни стремитесь сейчас, что у вас есть много энергии, что вы готовы что-то созидать, что-то делать, что вы хороший, по сути, работник, что вы спокойный человек, вы готовы дарить тепло, вы готовы получать тепло. То есть вы принимаете как дары судьбы, так и можете отдавать, да. То есть люди, которые с вами общаются, они много чего получают. По сути, карта имеет очень сильную связь как с Землей, так и с другими стихиями. Мы здесь видим и огонь, и все-таки плодоносящее дерево, да. Вы можете как созидать, так и сжигать мосты за собой. По сути, конечно, эта карта говорит о вашей продуктивности, о вашей самостоятельности, о вашей справедливости. То есть вы человек, который имеет в жизни какие-то результаты все-таки, да, и вы стараетесь быть честным человеком, работать честно, жить честно, вот, создавать вокруг себя, может быть, даже уют, красоту. Вообще сама по себе карта вызывает только приятные чувства. На ней действительно кто-то красивый, красивой душой, красивым телом.
Вот, поэтому здесь, да, здесь я считаю, что вы очень позитивны на сегодняшний день. И, соответственно, у вас, думаю, что нет много плохих мыслей, да. Даже если есть, то вы стараетесь с ними справляться. Это важно. Хорошо, давайте теперь сделаем расклад по схеме. Я буду описывать, то есть как-то интерпретировать, трактовать этот расклад. Мы выкладываем 7 карт. Да? Последняя карта обозначает время. То есть, может быть, какие-то сроки намекнут карты, в которые может это все как-то реализоваться, да, ваш итог может реализоваться. Хорошо. Давайте с вами смотреть. Вот смотрите, у нас первая карта, да, первая карта. Давайте вот так номерочки, чтобы вам было видно. Первая карта показывает тему сегодняшней жизни. То есть, где вы стоите, да. Сама по себе, конечно, она рассказывает, разрушительное на вас сейчас в жизни идет влияние или положительное, наоборот, влияние. Она показывает, что вам следует учитывать на сегодняшний день. Она показывает тему вашей жизни, то есть вот где вы стоите, от какой точки вы отталкиваетесь, что сейчас вас может быть в жизни либо беспокоит, либо притягивает ваше внимание. И мы здесь видим короля мечей, да? Мы здесь видим, ну, как бы мужской образ воинственный, мужчину. Часто король мечей – это человек знака воздуха или с асцендентом в воздухе, мужчина, да, мужской пол. Или человек, у которого сильная мужская энергия, энергетика. Много лидерства в таком человеке, но и жесткости. Человек может жестоко даже принимать решения. И не дай бог иметь такого врага. Да? Мое мнение здесь, что, конечно, считаться с таким человеком или вообще с такой энергией стоит. И, соответственно, раз она у вас в начале, где вы стоите, вас может беспокоить этот человек, вас может озадачивать этот человек, да, то есть вы не можете, допустим, в нем до конца разобраться или еще что-то. Фокусирует ваше внимание, да, либо это амбиции, ну, то есть желание достичь какого-то высокого положения в жизни, желание занять справедливую и в то же время жесткую, холодную позицию. Желание не поддаваться на любые эмоции, а только действовать разумом. Карта строит карьеру, карта строит, может быть, какое-то социальное высокое положение. Да? То есть мы видим по этой карте, что человек очень властный, очень мощный. Сейчас у вас много энергии, но она вся воздушная. Сейчас у вас много энергии, логики и разума на сегодняшний день. И да, вы связаны, возможно, с каким-то мужчиной. Это правда. То есть карта действительно это показывает. Она показывает энергосвязь с человеком мужского пола. Если вы мужчина, это вы, но вы сейчас готовы действовать по логике, то есть по здравому смыслу и соблюдать все нормы, понимаете, не чувством, не душой, не сердцем, а разумом вы действуете. Вы готовы рубить, вы готовы сражаться, вы готовы действовать мечом. Вот, понимаете, вот в этом здесь суть. Ну хорошо, значит, вы сейчас в какой-то жестковатой позиции в жизни. И смотрим вторую карту. А вторая карта – это что вас тормозит вообще, в принципе, в жизни, что вас сейчас тормозит. И смотрите, она показывает то, что до сих пор вызывало проблемы в вашей жизни или что действительно препятствовало вашему ходу вперед. Мы, причем у этой карты, смотрим именно темную интерпретацию. И это башня. А башня говорит о разрушительной силе, которая присутствует в вашей жизни на сегодняшний день. И она присутствовала вот долгое время в вашей жизни. Эта сила разрушительная. То есть мало того, что у вас в изначальном этапе, да, король мечей, так у вас еще и действует в жизни разрушительная сила. Что такое башня? Особенно в негативном варианте, да,
она показывает какой-то конкретный кризис у человека, сбой, что-то развалилось. Может быть, что-то годами строили, но оно не выдержало и рухнуло. Значит, строили не по инструкции, да, как говорят. Часто по этой карте люди переезжают, продают свое жилье. Часто по этой карте люди разводятся, расстаются. Что-то рухнуло, да? Может, здоровье, вот подвело здоровье, вас давно уже подвело, допустим. То есть это не будущее, карта не показывает будущее, она показывает, что до сих пор вас тормозило, что до сих пор вызывало проблемы в вашей жизни, до сих пор, до сегодняшнего дня. И, соответственно, башня – это либо, допустим, рухнувшие отношения, либо рухнувшая работа, либо рухнувшая жизнь, да, вот в каком-то смысле, рухнувшее здоровье. Я вас нездоровым человеком не вижу по этим картам, да, но всяко в жизни бывает. То есть человек может энергетически быть силен, а здоровье что-то подвело, допустим. Но, судя по этим картам, скорее всего, касается чего-то другого. Ну, например, резко уволились, резко переехали, резко развелись. И да, это влияло до сегодняшнего дня на вашу жизнь негативно. Это создавало вам целую кучу проблем и препятствий. Иногда башня показывает освобождение от дьявола. То есть она идет 15-й аркан, это дьявол, и потом башня, 16-й аркан, освобождение от дьявола. Вообще это же, как говорят, дом Божий и в то же время Божье наказание. Когда человек находится под властью дьявола, ему нужно очиститься. Очищается он болью обычно. Вот поэтому башня и падает. Хорошо, третья карта у нас показывает, что усиливает, да? То есть в чем вы хороши, где вы сильны на сегодняшний день и где вы должны быть сильны в будущем, да? И это карта колесница. Вот смотрите, колесница. По сути, карта показывает, что вы сильны в своем лидерстве. А лидерские качества у вас действительно есть и по королю мечей, и по шестерке пентаклей. Карта показывает, что вы очень целеустремленный человек, вы в этом очень хороши. Вы, по сути, если собрались в дорогу, то это ваше положительное, а не отрицательное, даже если вы собрались путешествовать, переезжать или покупать машину. По сути, колесница – карта человека, который может абсолютно все. Да? И мы здесь видим волчью стаю, можно сказать, волчью стаю, или, ну, пусть даже если это собачья стая, то в любом случае карта показывает единство с кем-то, да, направленное действие вместе в одну цель. То есть, возможно, вы можете объединяться с другими людьми, чтобы достигать вместе чего-то. Это тоже ваша сила, и в этом тоже вы хороши. Четкое действие, да, у вас много энергии. В принципе, вот судя по всем этим картам, вы энергетически вряд ли истощены на сегодняшний день. Но вас подтачивает башня. Подтачивала все это время. Хорошо, следующая карта – это сознание. 4-я карта, да, это сознание. Это у нас с вами 9-ка мечей. Эта карта показывает, что вы знаете, что сейчас у вас может быть поставлено на карту. И мы здесь видим, смотрите, маяк, волны, город, такой красивый город, да, и кружащую птицу. То есть, возможно, на карту поставлен действительно или переезд, или новое место, или ваше путешествие. Вот как будто бы вы имеете какую-то невероятную мечту, может быть, но о целом мире. Вы знаете, также карта может показывать мечту жить где-то в определенном месте, у моря, например, у воды, или просто в хорошем очень месте, которое вам очень нравится. И да, она показывает, что вы можете переживать о том, что вы туда вдруг не попадете, да? То есть вас это страшит, вас это пугает. Но, с другой стороны, и мечта у вас, конечно, есть, или, может быть, даже есть какие-то необычные сны. Следующая карта у нас 5-я. Это 6-ка кубков. Она показывает совет. То есть карта указывает, что вам следует делать дальше, и интерпретируется только со светлой стороны. Вот смотрите, что нужно делать дальше? Нужно вспомнить себя, нужно вспомнить кого-то из прошлого, кого вы оставили за спиной, или чей-то пример из прошлого. Сама по себе еще карта показывает вот как будто бы крылатого человека, как ангела, да.
И мое мнение, что это кто-то очень мощный, это кто-то очень сильный. Нужно вспомнить о своей силе, о силе духа, который у вас есть. Нужно вспомнить о том, о чем вы раньше мечтали. Нужно вспомнить примеры из прошлого на людях, на своих каких-то друзьях, может быть, или родственниках, о своих прошлых каких-то, может быть, отношениях. То есть совет вам обратиться к прошлому и вспомнить себя, вот где вы были раньше, да, и как вы выглядели раньше, кто вас защищал, на кого вы опирались. Также карта советует смотреть вглубь. Ну, то есть мы видим на поверхности, что торчит, но мы не видим, что внутри, да. И нужно научиться смотреть в самую глубь, что человека, что ситуации, что каких-то своих целей, да. То есть, а на что опирается эта цель? А какую имеет она подоплеку? Или на что опирается этот человек, какую он имеет внутреннюю глубину, что у него внутри спрятано, да? То есть в этом во всем нужно разбираться. Это советует карта. Вообще, конечно, мне понравилась эта карта, потому что она такая очень красивая, вы заметили, да? То есть здесь у нас сила, большая сила, которая еще пока не родилась, вот как будто бы не вышла на поверхность. И мне кажется, что вам следует выпустить эту силу на поверхность. И тогда ваша жизнь, конечно же, изменится к лучшему. Вот смотрите, наше будущее спрятано здесь, в результате, да? То есть к чему вы сейчас придете? Мы же смотрим, куда вы идете сейчас, да? С какой точки и в какую. А вы идете в 8 кубков. И тут такая интересная карта, 8 кубков, да? Мы надели здесь шкуру льва. Вы идете в эту, ну как, вот в эту карту, в это ваше будущее. Вот если вы ничего даже не меняете, это ваше будущее. И, соответственно, когда мы надеваем шкуру льва, мы становимся страшнее. Когда мы надеваем шкуру льва, мы становимся сильнее. Люди нас уважают, люди нас боятся. И вот как будто бы вы идете вот в эту ситуацию, да, где вас бы больше уважали, больше боялись, где вы бы приобрели силу льва, понимаете? Где вы могли бы получить силу укрощения и в то же время храбрость и гордость. Как будто бы эта шкура является каким-то вашим хранителем, понимаете? И дает вам мощи в жизни. И вы идете вот именно в эту силу, в эту мощь. Вы идете к своему счастью, по сути. У вас тут сверкает звезда. Вот заметьте, да, на карте, на руке звезда сверкает. И я считаю, это тоже знак того, что вы можете добиться любых высот, чего угодно. Главное наметить себе эту цель, наметить, что вы можете проявить эту силу, показать ее, да, показать красоту свою, своей души, своего тела даже. Лев — это не только звериная сила, это еще и обаяние, это привлекательность. И, соответственно, вы идете как будто бы к проявлению своей привлекательности, но и своих инстинктов в жизни. Понимаете? По сути, 8 кубков, ищу счастье не только просто в достижениях, а еще и в отношениях, да. Поэтому здесь вы можете, ну, вот, проявить свою привлекательность. И если у вас сейчас вдруг нет любовных отношений, найти себе лучшие отношения. А если у вас есть любовные отношения, их обновить и сделать более страстными, более такими красивыми, что ли. Дальше, значит, карта времени — это 5 пентаклей. По сути, весь вот этот период, когда вы должны реализоваться, когда вы должны, значит, осуществить дорогу, осуществить свою мечту по поводу вот этого, ну, прекрасного города, да, проявить свою силу, проявить свою вот эту вот мощь. Это период у вас до конца лета, да, или, может быть, до осени. То есть карта здесь явно показывает, что у вас времени, ну, если от сегодняшнего дня смотреть, месяцев, наверное, 7, да, 8, может быть. А если смотреть от того времени, когда вы смотрите видео, то есть вы же можете в любое время смотреть, то смотрите время до осени. То есть вам хватит времени для того, чтобы вот реализовать какой-то свой, не знаю, может быть, проект, может быть, свой подъем жизненный и добиться того, чего вы в жизни желаете, хотите. Вот, потому что здесь явно у человека могут быть хорошие достижения.
Ну, вот такой ответ по первой позиции. А мы идем к позиции номер 2. Номер 2. Наш горный хрусталь, да, как вы помните. И первая карта, в каком аркане вы живете, да, ну вот как сигнификатор. То есть по ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. И я здесь вижу 4 пентаклей. В небе сверкает звезда. Мы здесь видим дом на горе. Мы здесь видим красивые горы, да, вообще прогулку, может, лес какой-то. Карта очень хорошая в том плане, что человек как будто бы живет уже в осуществленной какой-то мечте. Ну, то есть часть того, что вы хотели в жизни, вы явно добились. А с другой же стороны еще сверкает в небе звезда, к которой хочется идти, на которую хочется смотреть. А значит, вам есть куда расти, к чему стремиться, может быть, какой-то известности, популярности или еще чего-то хочется такого в жизни достичь. Более того, карта надежной опоры, да, то есть этот дом явно защищен со всех сторон, как будто бы выглядит незыблемо. То есть у вас, возможно, есть какая-то опора в жизни, которая действительно является очень надежной для вас. И, может быть, есть свой собственный, там, не знаю, профессионализм, уверенность в себе. Но все же в жизни вы за что-то и держитесь. Может, за свое имущество хорошо так держитесь, да, может, за свой брак. Но вы стабильны на сегодняшний день, стабильны и хотели бы большего. Есть о чем мечтать, есть на что смотреть, есть куда идти. И вот как путь открыт для вас, но это гористый путь. То есть он полон все равно каких-то как препятствий, да. И вы знаете, что если вы пойдете туда, куда-то к этой звезде, вам нужно преодолеть эти горы в любом случае. Но карта хорошая, мне она понравилась. Это карта человека, который умеет мечтать, ставить цели, достигать их и идти потом снова-снова. Знает, что ему трудно, но он может. Хорошо, давайте сделаем наш расклад на 7 карт. Первая вышла мир, вторая вышла десятка жезлов, третья вышла двойка кубков, четвертая карта паж мечей, пятая карта это маг, шестая карта это четверка мечей и седьмая карта это карта времени. Карта времени у нас девятка жезлов. Смотрите, период, который мы осматриваем, да, как мы его будем характеризовать. Вот первая карта – это от чего мы отталкиваемся, да, то есть та исходная точка, в которой вы сейчас живете. Это карта мир, это неплохая карта. Вы сейчас живете в карте мир. Вы сейчас владеете, можно сказать, своей жизнью, да, подводите итоги, говорите себе: я молодец, я многого достигла в этой жизни. И, соответственно, эта карта показывает, что следует учитывать. То есть разрушительное на вас сейчас в жизни влияние или полезное? Вот явно полезное. Следует учитывать, что вы многого достигли, что вы действительно настоящий молодец или человек, который может действительно все, да. Может быть, у вас есть какие-то результаты типа хорошей семьи, брака или рождения в жизни детей, поднятия их на ноги. Результаты в работе, в бизнесе, достижения там, не знаю, по карьере или многолетний стаж, хорошая профессия, оконченное учебное заведение. То есть мир. Это карта, говорящая о больших результатах. Да? У вас есть эти результаты, вам есть на что опереться, вам есть за счет чего, может быть, ну, не знаю, там, жить, зарабатывать. И просто в жизни встать на ноги всегда есть на что опереться, чтобы встать на ноги или стоять на ногах, да. Но также это и духовное развитие, то есть вы духовно развитый человек, и вам тоже это следует учитывать, и нам вообще всем в раскладе, да, что здесь у нас кто-то не такой простой, да, а именно духовно развитый, близкий к Богу человек, который многое понимает, который ценит как свою жизнь, так и жизнь других людей. Хорошо. Вторая карта показывает, что вас тормозит в жизни, то есть некая полоса препятствий, да. По сути, она говорит, что до сих пор вызывало проблемы в вашей жизни, что вас тормозило
все это время. Что еще может тормозить такого человека? Да? 10 жезлов. Но тут мы видим всадника на коне с луком, со стрелами. Возможно, какой-то мужчина. Возможно. Но так же, как вы знаете, 10 жезлов – это слишком сильная перегруженность. Много огня в этой карте, много и воздуха. Мы понимаем, что это может быть ваш импульсивный характер. И также желание взять на себя слишком много, а может быть все. Все дела окружающих, например, даже иногда чужих людей. Вы действительно можете нагрузить на себя кучу обязанностей, и это всегда вас тормозило и тормозило все это время. Более того, вы можете, допустим, взять, начать зарабатывать за всех, за всю свою семью, там, да, или что-то переделывать, там, домашние дела, не давая никому ничего делать. И также эта карта может показывать вот такой, знаете, ядреный характер, когда ты можешь взять там по своей импульсивности с кем-то испортить отношения, например, или сказать не вовремя, высказать свои мысли при всех, чего сейчас люди не очень любят, да? То есть этим можно подсолить себе, и это вас всегда, допустим, тормозило или создавало вам проблемы. Вот помните об этом. Следующая карта показывает, что вас усиливает, то есть мы понимаем, что здесь тормозило вас, да, что усиливает. То есть чем вы хороши, где ваша сила. И мы здесь видим карту 2 кубков. Здесь у нас есть сочетание добра и зла, черного и белого, и 2 каких-то противоположностей, и вообще пара. Вас может усиливать, в чем вы хороши, это то, что вы с кем-то, допустим, в союзе находитесь, да? Этот союз вас усиливает, то есть человек. Но может такое быть, что в вас уживаются ангел и демон, добро и зло в гармонии друг с другом. То есть если вы захотите, вы можете брать себя в руки и распоряжаться правильно, по сути, вашим характером, вашими лидерскими качествами, вашей импульсивностью, уметь договариваться с людьми и уметь быть хорошим дипломатом, когда это правда надо. А вот когда не надо, опять же, да, проявить свою настойчивость, свою спесь даже какую-то и свои амбиции. Но, может быть, оно к лучшему, да, что люди видят, какой у вас действительно такой вот характер, что они-то не смогут вами управлять, понимаете? То есть это все равно надо иногда-то показывать. Вот это вам тогда играет на руку, да? Может, они вас больше уважают от того, что у вас есть характер, например. Но да, иногда вы перегибаете палку. Это совершенно видно. То есть стреляете, когда, может, не надо стрелять, да, в человека. Хорошо. Следующая карта, 4, это сознание. Она показывает, что вы знаете, что сейчас поставлено, может быть, в жизни на карту, да. И это карта Паш мечей. По сути, Паш мечей – карта, показывающая здесь именно, да, что есть сила дракона. И, по сути, эта сила дракона, она никуда из вас деться-то не может, да. У вас есть, может быть, даже какая-то очень серьезная, мощная наследственность. И вы знаете, на карту поставлены ваши, возможно, способности, которые нужно действительно реализовать, направить энергию в нужное русло, иначе энергия покажется для всех разрушительной, да. Вы знаете, вы в курсе о себе, кто вы. Вы в курсе, насколько вы такой ядреный, мощный, яркий, не знаю, сильный человек. И вы знаете, что если эта энергия пошла не туда, то это может даже на долгие годы затянуться. Поэтому это и стоит на карте именно. Вот Паш мечей, да. Ваше умение брать себя в руки, контролировать и направлять. Умение учиться чему-то. Это стоит на карте. И вам сейчас действительно нужно чему-то научиться. Вам сейчас действительно нужно что-то освоить. Это важно. Может, какую-то науку, может, работу, может быть, там, не знаю, язык выучить, что угодно такое. То есть что-то изучить. И если вы не возьмете себя в руки и не изучите это, то, конечно, и ваша жизнь может быть поставлена на карту. То есть нужно научиться силу дракона использовать по всем статьям, иначе она разрушит и вас, и ваше тело, и вашу жизнь, и ваши отношения, и вашу работу.
Понимаете? Вы это знаете отлично. И это вам просто карта напоминает. Хорошо, 5-я карта у нас показывает совет от высших сил, от карт Таро. Она говорит, что вам следует делать дальше. То есть и у нее светлая интерпретация, да? И это карта Маг. Маг говорит, распоряжайся всеми 4 стихиями правильно. Используй энергию 4 стихий, ты ею владеешь, у тебя невероятные способности. И маг — это что загадал, то и сбылось. Вот понимаете, человек, который действительно может создать любую реальность, какую бы он ни захотел. Но главное не создавать реальность, которую вы не хотите. Многие люди, обладая силой мага, создают реальность, которую они не хотят. Вот, к сожалению. Вам нужно свои мысли направить сейчас в позитивное русло. К вашим целям, к вашим желаниям, а не к вашим страхам. Вот это совет, очень важный совет. Маг имеет тело Творца, он творит свою жизнь такой, какой он хочет видеть. Хотите большой красивый дом, счастливую семью, если у вас еще этого нет, да, допустим, хорошую работу, больших денег, это и представляйте в своей голове. Каждый день пишите об этом себе там, в тетрадку, в дневник ваш, да, думайте об этом постоянно, и у вас это, естественно, будет сбываться. То есть просто хотя бы мысли направьте правильно. Так, следующая карта у нас результат. То есть, а что вас действительно ждет? Вот если вы будете действовать, как вы действуете, что вас ждет? Мы же смотрим, где вы и куда вы идете, да? И вот мне кажется, и вот я здесь вижу, да, вот в этой карте, как будто бы, ну вот, да, завод стоит, небо, поле. То есть вот как будто бы вы добываете из себя, из недров себя что-то полезное в будущем. И это даже если просто идти так, как вы идете, да, и ничего не менять. То есть из 4 пентаклей, из карты Мир вы идете, куда идете, да, в 4 мечей. И, соответственно, пока что жизнь будет, скорее всего, стабильной, да. Пока что вы не будете кардинально чего-то менять, но в то же время вы добываете из себя ресурсы, вы добываете из себя ту пользу, которую вы должны принести себе же. Понимаете, вот это нужен период для этого жизни. И период вам определен в виде 9 жезлов. То есть это период всей весны до лета. До лета вы должны это сделать, добыть из себя ресурсы, жить стабильно. И пока что сильно, кардинально вы ничего не меняете, но направляете свои мысли в нужное русло, то есть позитивное русло. Начинаете понимать, куда вам силу дракона направить: на учебу, на изучение, да, на познание какое-то. И вот чем больше вы добудете, чем больше вы переработаете в себе негативного и добудете позитивного, тем потом, после весны, летом, будет лучше ваша жизнь, будет больше результатов. Понимаете? То есть вам сейчас вот, если вы сейчас не весной живете, не зимой живете, да, не перед весной, то, конечно, у вас более длительный период идет. Допустим, представим, что вы смотрите видео летом. У вас почти целый год займет вот эта трансформация, вот, чтобы вы из себя добыли эти ресурсы. Если вы смотрите видео зимой, то, конечно, этот срок уменьшается, да, то есть вам дана весна и все. Понимаете? Ну, там, февраль и весна. Месяца 3-4, да. Соответственно, за это время вы должны вот из себя вот эти ресурсы просто взять и вытащить, и направить их правильно в нужное русло, чтобы потом получить большие результаты. То есть вы сейчас вот именно вот в этом, вот этой стабильности, но и в том числе обработке, да, в этом действии как-то живете. Ну, вот такой ответ по 2 позиции. А мы идем к 3 позиции. И это наш аметист. То есть мы с вами здесь анализируем, да, где вы стоите, где вы сейчас находитесь и куда вы идете. То есть куда приведет ваш путь в промежуточном этапе жизни. И первая карта — это в каком аркане вы находитесь, это 6 мечей.
По сути, карта шестерка мечей показывает, видите, вот тут как бы идет взаимодействие, как ангелов, так и детей и даже собаки, да. То есть взаимодействие, вот может быть какой-то группы, семьи, но и с высшими силами. То есть идет поддержка, идет защита. Вы под защитой высших сил, но вам нужно куда-то сделать переход, двигаться куда-то вперед, да. Может быть, то место, в котором вы находитесь на сегодняшний день, уже непригодно для вас, и вам нужно совершить, ну, хотя бы какое-то путешествие, да, для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, потому что вы как будто бы полностью исчерпали то место, где вы находитесь в жизни, в ту точку, да, в которой вы находитесь, вы исчерпали. И, соответственно, вам нужно вот совершить переход, да, то есть вы уже в переходном состоянии, но под защитой высших сил они вас приведут правильно. Для ангелов, действительно, для ангела-хранителя мы все равны, и мы все как будто дети для него, да. Также карта может показывать, что и у вас есть дети, за которых вы должны отвечать. Или, может, вы работаете даже с детьми, и как направлять детей, если ты сам не знаешь. То есть нужно узнать, нужно сделать этот переход, опять же, да? Хорошо. Шестерка мечей может показывать желание перейти на другую работу, переехать, просто изменить свою жизнь куда-то, да? Но вот где находитесь, там уже никак. Вот именно в этом состоянии вы сейчас уже живете, да? Без перемен вам точно никак. И вы прямо жаждете, чтобы высшие силы обняли вас на самом деле. Хорошо, и обняли, и защитили. Так и есть. Вы под защитой. Давайте сделаем наш расклад и посмотрим, куда вас приведет ваш путь. Так, смотрите, значит, первая карта у нас туз жезлов. Вторая карта король пентаклей. Третья семерка пентаклей. Четвертая восьмерка мечей. Пятая восьмерка жезлов. Шестая император. А седьмая это время, карта времени. Обозначает сроки этого периода. И это у нас паж кубков. Хорошо. Начнем с самой первой карты. Это у нас туз жезлов, да? Карта туз жезлов очень интересная карта на самом деле. Это, по сути, что вам следует сейчас учитывать. Разрушительное или полезное сейчас влияние идет на вас, да, то есть тема расклада. То, от чего мы отталкиваемся, где вы стоите, ваша точка отсчета туз жезлов. По сути, карта говорит о том, что вы испытываете сейчас, внутренние муки, да, внутренние муки по какому-то поводу, возможно, по личному поводу, по поводу каких-то, может быть, отношений. И, соответственно, вы очень хотите что-то создать, что-то родить. Вас изнутри сжигает жажда созидания или рождения. Вот как будто бы, вы знаете, вы себя не узнаете, что ли, на сегодняшний день. Вы не знаете до конца, кто вы и как вы выглядите в глазах другого человека. Вот вас это как будто бы беспокоит. Соответственно, мало того, вы в переходном периоде, да, так вы еще хотите из себя что-то вот такое родить, изобразить, показать. И хотите знать о себе. Вот знать о себе его глазами. Вы буквально очень хотите что-то сделать полезное. Вы буквально очень пышете жаром. У вас много огня внутри и снаружи даже уже. И видите стертое лицо. Я не пойму, кто я. Я не знаю, кто я до конца. Я не понимаю себя, да. Но и крылья. То есть я умею летать. Нутро горит. То есть есть какая-то, может быть, как жажда, желание, которое вот так сжигает. И вот смотрите, когда мы видим здесь, а что на вас все это время отрицательно влияло, да, то есть что вас тормозило, что вызывало проблемы. И это темная интерпретация короля пентаклей. Возможно, вас тормозил, вызывал проблемы какой-то человек мужского пола. И, соответственно, мы опять здесь видим сильное указание на половую принадлежность. Что у вас причем, да, она есть.
у вас, как сказать, выделение, да, выделение мужского и женского. Кто я, кто я? То есть идет такой вопрос самоопределения, да? А здесь конкретно мужское уже. И видите, человек как будто бы действительно внутри вас создавал вам проблемы, да, или даже физически создавать мог проблемы, то есть был проблемным в отношениях, был проблемным, там, не знаю, в общении, может быть. И у него мужская энергетика, то есть не значит, что мужского пола, может быть, да, но мужская энергетика, лидерских качеств слишком много. И слишком много тоже страсти, влечение к телесным утехам, да, у этого человека. Совершенно точно есть. Человек любит наслаждаться, вот как будто бы, наслаждаться. И поэтому он изображен вот таким вот богом, да, ну, лесным, потому что он может заворожить кого угодно, он может свести с ума этот человек. Если не узнаете себя, ищите другую позицию, потому что здесь конкретно вам какой-то человек с мужской энергетикой создавал проблемы. А почему? Потому что вы не самоопределились даже, кто вы. Вот просто даже, знаете, между мужской и женской энергетикой не можете понять. То есть у вас конкретно такое обозначение половое идет на обеих картах, заметьте. И дальше мы видим вашу силу, да, что вас усиливает, в чем вы хороши, где вы сильны. И это 7 пентаклей. Видите? 7 пентаклей. Карта довольно интересная. Она показывает затмение. Затмение и магию этого затмения. То есть активизируются именно магические силы. Вот карта настоящей магии, она говорит о том, что вы сильны магически. Именно магически. У вас есть мощная энергия, скорее всего, даже способности к черной магии есть, не только к светлым проявлениям этой силы, да. И у вас есть, не знаю, может быть, дар пророчества, ясновидение, яснознание, да, может быть, дар какой-то магической практики, даже пусть темной, дар целительства. Вот у кого что, кто смотрит третью позицию, но какие-то есть вот прям безумные силы, которые являются потусторонними, и они являются именно вашей силой, вашим плюсом, да, то, что вас усиливает. У вас мощная интуиция, скорее всего. И, соответственно, вы можете владеть вот тайными знаниями, знаками и распоряжаться, естественно, этой энергией. Но вам нужно определиться с собой. Самое интересное, что любовные отношения пробудили, возможно, когда-то в вас вот эту вот невиданную силу, которая передавалась по роду. Хотя и в отрицательном смысле ставятся отношения. Но вы знаете, самое интересное, что это в вас пробудило способности ваши. Когда-то даже давно, может быть. Может, не раз и не два были отношения. Но каждый раз это в вас будет ваши способности. Даже если не один раз были отношения в жизни. Смотрите, дальше, значит, мы здесь видим карту сознания, да, карта показывает, что вы знаете и что сейчас поставлено на карту. Это 8 мечей. Вы знаете, что вы в чем-то ограничены. Вы знаете, что вам пока закрыт путь, но вы бы хотели открыть этот путь, потому что у вас переходный период, да, вам нужно идти. И, соответственно, на карту поставлено, откроются ворота или нет. Вот честно вам скажу, на карту слишком много поставлено сейчас в вашей жизни. У вас и сложный период, и в то же время важный период в жизни, и важных перемен. Согласитесь вы на эти перемены или нет? Решитесь или нет, да? Определитесь вы с собой или нет? Вот в чем вопрос. Соответственно, мы видим карту совет, да, которая читается только в положительном, светлом смысле. 8 жезлов. Она, вот посмотрите на нее поближе, внимательнее, да, она показывает очень много огня, она показывает львиную силу, она показывает, что есть человек, есть змей, да, и есть лев. То есть все это, вот лев, он держит вас на руках под покрывалом. Вы находитесь под защитой высших сил, и вам нужно полагаться на эту защиту, вам нужно активировать свою защиту, активировать силу, которая в вас есть, еще большую силу. Вы просто не понимаете, как ей пользоваться. Здесь человек горит, он не знает, у него силы много, он не знает, куда ее направить, да. А вам нужно научиться и понять, что это вот эта огромная сила держит вас на руках.
понимаете? И у вас есть все аспекты этой силы. Она у вас природная, она у вас действительно как животная сила, да, и родовая в то же время сила. Это тоже первобытная сила считается. И именно сила огня. Поэтому вам вот совет, да, это направлять силу правильно, с одной стороны, с другой стороны, и уметь полагаться на волю высших сил, на волю вашего защитника, общаться с защитником, общаться с вашим ангелом-хранителем, хранителем рода. Раз у вас есть способности, вы можете общаться. Более того, страсть, которая в вас живет, она все равно будет вас подъедать. И, соответственно, вам нужно направить ее именно в творческое русло, ну, то есть научиться что-то создавать под влиянием страсти. Как художники, да, они влюблялись в свою музу, горели к ней страстью и писали картину. Без этой страсти, без этого влечения они бы картину просто не написали, им бы было все равно. Вам явно не все равно, вы сейчас горите. И, соответственно, под влиянием этого вы можете что-то созидать. Вам нужно научиться просто это делать, и все. И вы будете гениальным в чем-то человеком. Понимаете? То есть не просто я люблю и все, я горю и все, а что-то делать при этом. И как только вы делаете, вы сразу же становитесь очень популярны, да, очень популярны, в том числе для того человека, даже к которому вы горите. Следующая карта — результат. Вот куда вы сейчас идете? В карту Император. По сути, у вас очень хороший путь, то есть куда он вас приведет, да? К Императору, к мужчине, во-первых. Если вы женщина, очень хорошо. У вас будет стабильный и защищающий вас партнер, отвечающий за вас. Может быть, на много лет. А если вы мужчина, это приведет вас к власти, к самоопределению, к тому, чтобы действительно использовать свою силу правильно и научиться быть спокойным, гармоничным, рассудительным и твердым. И, конечно, это карта богатства, процветания. То есть, если вы станете очень талантливы благодаря своей страсти, начнете создавать какие-то, извините, шедевры, даже если пусть это инженерные шедевры, не обязательно художественные, или там пение какое-нибудь от души, да, то, соответственно, это принесет вам богатство и деньги, и процветание. В какие сроки это все можно осуществить, да, то есть вы направляете страсть, вы направляете магические силы в то, чтобы что-то созидать, хорошие идеи, да, и в какие сроки можно действительно прийти к императору, женщине к мужчине, а мужчине к богатству и власти. Паж кубков. У вас на это, если на сегодняшний день смотреть, срок до июля-августа, да? Примерно до июля-августа. У некоторых меньше, у некоторых только до марта. Но до марта, я считаю, это маловатый срок. Но все зависит от того, а когда вы смотрите видео. Может, вы летом смотрите. Тогда для вас маленький срок до августа, и вам нужно смотреть до марта, да? Если вы смотрите сейчас зимой видео, допустим, то у вас маловато срока до марта, и тогда вы смотрите до августа, конечно. То есть в любом случае. И самый крайний срок — это уже до декабря. Но вы можете, смотря какой объем проекта, да, или какой объем вашего творчества будет реализован и каких высот вы добьетесь, вы сможете добиться чего угодно на самом деле. Просто все зависит от объема работ, и срок поэтому двигается, да. Но если не март, то август. То есть вы можете, в принципе, очень много чего успеть за это время сделать и добиться действительно процветания. Просто с помощью вот этой мощной энергии, которая у вас есть. И причем император в будущем говорит именно о процветании, именно о занятии высокого положения. Как будто вы хозяин чего-то или хозяйка. Ну, вот такой ответ по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, пишите свое мнение об этом раскладе и о раскладе вообще по шаблону. И всем пока и до новых встреч!